Байки Мэтра. Это короткометражный мультфильм, состоящий из 11 эпизодов, длительность которых от 3 до 6 минут. В байках Мэтра повествуется одна из историй Мэтра, в которых присутствует МакКуин. Обычно в конце каждой серии, кроме Токи Мэтра, в чем-либо подтверждается правдивость всего этого. Но не все серии боек показали на экранах. Всем привет, с вами Фабриция, сегодня я вам расскажу об всех удаленных сериях боек Мэтра, погнали! Для начала, хочу сказать большое спасибо сообществу Тачки фан-сообщества. Именно оттуда я узнал больше информации о удаленных сериях боек. Первая серия на очереди, это Мэтр приехал на карнавал. В данном случае карнавал — это игра слов от английского слова car, то есть машина. В этой серии Мэтр буксирует одну тачку. Проезжая мимо карнавала, Мэтра прям потянуло туда съездить. Он сказал своему заказчику, якобы он отойдет ненадолго. Он сразу понял затею Мэтра и не пускал его. Но Мэтру было все равно, ведь посмотреть на такое зрелище дорогого стоит. Сначала Мэтр проезжал мимо аллеи игр Бакслаг. Вдруг он увидит, казалось бы, веселый домик. Но когда Мэтр въезжает в него, тоннель переворачивается, и Мэтр видит веселые зеркала, которые пугают его до жути. Мэтр быстро выпрыгнул из этого домика. Но его трюк неожиданно застревает на колесе обозрения. Еле освободив себя, он насквозь проезжает в палатку с аттракционом бамперной машины. Позже Мэтр попадает к гадалке, которая говорит: твое будущее ближе, чем ты думаешь. Мэтр отъезжает назад, задевая бампер в аттракционе «Испытай силу». Из-за этого он заставил звенеть колокольчик, что еще больше испугало его. Мэтр подъезжает к грузовику, который может угадать пробег каждого. Называет цифру 336-432-2, этот грузовик вновь угадывает пробег Мэтра. В конце концов он оказывается на американских горках. После карнавала он чувствует себя плохо. Возвращаясь на привычную работу, тот заказчик спрашивает у Мэтра, как же прошел карнавал. На что Мэтр стал восхвалять этот праздник. Конец. По моим предположениям, эту серию удалили из-за того, что она совсем не похожа на байки Мэтра, где обычно Мэтр повествуется свою историю МакКуину. Следующая серия называется Мэтр-каскадер. Да, такая серия была. Но раньше ее сюжет кардинально отличался. Серия начинается с того, что Мэтр с МакКуином просматривают фильм. Вдруг Мэтр переигрывает эпизод из фильма и замедляет его. Оказывается, одним из бандитов был Мэтр. И тут Мэтр начинает свой рассказ. Раньше он был востребованным голливудским каскадером. Дальше по сюжету Мэтр показывает фильмы с ним. Первый из них — это аллюзия на фильм «Рокки». В сцене, где сражается маленький и большой автомобиль, Мэтр появляется там, где герой пропускает удары. Второй фильм похож на «Индиана Джонс», где Мэтр играет главную роль. Нам показали именно аллюзию на легендарный эпизод, где за Индианой катится круглый валун. В третьем фильме Мэтр играет лыжника. В нем он мастерски, падая с обрыва, не получает никаких травм. Четвертый фильм про ниндзя. В нем один из ниндзя пробивает Мэтру лобовое стекло. В последнем, пятом фильме появляется Хаммер, похожий на Свена. Он пытается уехать от взрыва, что у него не получается. Мэтр появляется в той сцене, где Хаммер взлетает на воздух. В конце МакКуин спрашивает у Мэтра, почему же он бросил каскадерское дело. На что Мэтр отвечает, что компьютерная графика заменила всех каскадеров. Скорее всего, эту серию отменили из-за того, что ее кардинально поменяли. Третья серия — это импортный Мэтр. Вообще серия очень похожа на Токи Мэтр, но они тоже отличаются. Серия начинается тем, что мимо Мэтра и Молнии проносится импортная машина. Мэтр говорит, якобы он тоже был импортный, и начинает свой рассказ. Раньше Мэтр был очень популярным автомобилем. Он владел своим клубом, и у него было много друзей. МакКуин не поверил Мэтру. Из-за этого он включил своего друга в историю. А именно так. Однажды молния стукнулась об землю, и в том месте появился молния МакКуин. МакКуин сразу же хотел стать лидером банды Мэтра. Из-за этого они устроили соревнование, победитель которого признается королем дрифта. Мэтр убедил друзей, что справится один. И гонщики начали гонку. Гоняли-гоняли, да гонку не закончили, полиция помешала. МакКуин спросил у Мэтра,
что же случилось потом, на что тот ответил, что кто был импортным, того экспортировали. Как и в случае с мэтром-каскадером, серию не удалили, а просто поменяли сюжет. 4-я серия называется «Мэтр-модель». Начинается она с того, что Мэтр читает старые журналы моды, как вдруг приезжает МакКуин и спрашивает у Мэтра, что же он делает. Тот ему ответил, что он вспоминает старые времена. И он начал рассказ. Однажды Мэтр был в кафе «Фло». Его увидел один погрузчик в билете. Он подъехал к Мэтру и сказал, что ему нравится его вид, и то, что хочет, чтобы Мэтр стал моделью. Мэтр соглашается с погрузчиком. Сначала Мэтр стал менять себе колеса. Множество колес он померил, включая Бигфута и Катка. Однажды Мэтр решил создать кружок моды. Из-за этого у тягача появилось множество фанатов. Мэтр решил приехать в Токио, где стал моделью в показе моды. Вдруг МакКуин прервал рассказ Мэтра. Он спросил у него, почему же он больше не модель. На что Мэтр ответил, что его заменили на более молодого. Конец. Скорее всего, эту серию удалили из-за неканоничности самому сериалу, ведь Мэтр не включал в рассказ МакКуина. Ну и 5-я, последняя серия. Она, по моему мнению, самая интересная. Она называется «Назад и вперед». Начинается она с того, что Мэтр пугается обычных часов. МакКуин опровергал все боязни Мэтра. Как вдруг тягач начал рассказ. Однажды Мэтр проезжал по Радиатор Спрингс, и в него неожиданно шандарахнулась молния. К Мэтру сразу же подъехал шериф, спросив, все ли у него в порядке. Мэтр стал проверять себя. Сначала он решил проехаться задком, из-за чего попал во временный портал. Выехав из него, он вновь очутился в Радиатор Спрингс. Он подъехал к шерифу, но тот ему сказал, мол, бродяга, тебе бы помыться надо было. К Мэтру подъехал некий синий тягач и поздоровался с ним. Он был вылитым Мэтром в молодости. Мэтр сказал тягачу, якобы он как будто только из завода 55-го года. На что тягач ответил, что сейчас и есть 55-й год. Мэтр ужаснулся и поехал задком, наткнувшись на портал вновь. Когда он вышел из него, он встретил Лиззи и Стэнли. Назвав их старичками, Лиззи обиделась на Мэтра, а Стэнли объяснил ему ситуацию. Мэтр услышал в его рассказе Радиатор Спрингс, сказав ему это. Именно Мэтр по логике дал название городу. Мэтр вновь ужаснулся и отъехал назад, ему стало ясно, что теперь он путешественник во времени. Проехав вновь задком, он оказался в Древнем Риме, на него сразу напали местные жители, то колесницы. Мэтр снова поехал задком. На этот раз он оказался в каменном веке. Он изначально привык к тем живописным местам, как вдруг увидел местных жителей, каменных колес. Также Мэтр увидел динозавров, и на него напал Тирекс, который сначала хотел съесть Мэтра, но тягач в воздухе успел переместиться во времени. Но теперь он отправился в будущее, в очень далекое будущее. В нем летали летающие автомобили, именно такой тягач поймал Мэтра. МакКуин не поверил Мэтру, как вдруг Мэтр-путешественник во времени оказался у них, из-за чего они испугались и уехали. Конец. Вообще, причина ее удаления такая же, как и у импортного Мэтра с Мэтром-каскадером. Но лучше бы выпустили эту серию, чем которая у нас имеется. А вообще, эта серия аллюзия на фильм «Назад в будущее». Например, в 1955 году касса Дели Шина называлась «Дом Шин Лу». Явная отсылка на кафе Лу. Ну и это были все серии. Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Поддержите его лайком и подпиской. Прощайте.